Накануне глава республики Егор Борисов подписал указ о совершенствовании структуры исполнительных органов власти республики, в результате чего ликвидировано 3 госкомитета, 6 департаментов и 1 управление. Сокращено 99 госслужащих. Какие ведомства ликвидированы и в чье ведение переданы их полномочия, подробнее расскажет Туяра Филиппова. Ликвидированы комитеты инноваций, юстиции, нацполитики, департамента архивного дела, занятости, печати, водных отношений, охоты, гражданских инициатив и, главное, контрольное управление. Их полномочия перераспределены между министерствами и другими ведомствами. К примеру, в ведение Минтруда передаются полномочия в сфере семейной и демографической политики, также опеки и попечительства, а ранее выполняемые функции по обеспечению жильем отдельных категорий граждан перенаправлены в Минстрой. Именно на усиление социальной направленности работы правительства, а также повышение эффективности бюджетных расходов, по словам главы республики, направлен новый указ. Кадровые вопросы будут решены в ближайшие дни. Этим указом исключены дублирующие функции, которые теперь распределены рационально. Снижены различные административные барьеры, снизились многочисленные согласования нормативно-правовых актов. Наряду с упразднением министерств и ведомств появилось совершенно новое министерство по развитию институтов гражданского общества, которое должно объединить функции 4 ведомств – национальной политики, частично Минюста, Департамента по развитию гражданских инициатив и делам печати и телерадиовещания. Мы бы хотели уже как парламентарии видеть от этого министерства, созданного правительством в последующем, в том числе и при назначении руководителей, сбалансированной политики по взаимоотношению с институтами гражданского общества. Сегодня это одно из направлений органов государственной власти, новое направление, которым придется перестраивать работу, и поэтому, по сути дела, у министерства появится такая ведущая, даже, может быть, не свойственная министерствам, но политическая роль. Упраздненные ведомства по действующему республиканскому законодательству не подлежат согласованию Госсобрания Мильтюмень. Глава республики также сообщил членам правительства, что на этой неделе последуют и кадровые решения. А следующим этапом станет совмещение зампредами функций министров. Также Егор Борисов добавил, что могут быть внесены изменения и в структуру администрации главы и правительства республики. Туяра Филиппова, НВК «Саха», Якутск.